Кто-то это уже и записывал, конечно. Давайте повторим. Так, действительный залог. Действительный залог. Ну, это как и все обыкновенные глаголы. Если они по смыслу не имеют другого смысла изначально, да, там, возвратного или еще какого-то, да, то как бы все глаголы действительно. Вот. Поэтому никаких специальных аффиксов залога здесь нет. Ну, глаголы. Значит, следующий это возвратный глагол. Возвратный глагол, то есть какой пример русский можно привести? Пьет, пьется. То есть когда там субъект действия и объект, на который направлен действие, они в одном лице. Не все глаголы могут образовывать залог, но образуется, значит, либо аффикс N ставится, значит, либо значит, такой вот У, Ю, И. И здесь зависит от того, на что заканчивается глагол. То есть если он заканчивается гласным, то тогда ставится согласно, согласно, согласно. Допустим, глагол это производный глагол от слова сы. Сы это угощение. Поэтому сыла угощай, а сыла угощайся. Вот, что еще? Допустим, нельзя. Это украшай. А дизайн украшайся. Значит, и одевай. Тоже тут вот присоединяем, но поскольку глагол там одногласный, то нам надо какую-то вставочку, поэтому евственную. То есть одевайся. И одевай, а это одевайся. Допустим, глагол ю. Ю это мой. В смысле мыть. Тоже присоединяем N. И надо какой-то вот между ними чего-нибудь. И потому что ю воспринимается как и краткое и у. Поэтому ю он мойся. Допустим, слово «свой».
соли, то есть это глагол будет существительный, да? Так же, как здесь. Тузлан соли. А тузлан солись. То есть так. Помидоры посолились или нет? Помидоры посолились или засолились. Тузлан, да? То есть прошедшее время. Это называется глагол. То есть, ну, можно вот сказать, что вот это со всякими ставочками гласными, да? Это вот основной аффикс. Так, страдательный. Страдательный. То есть страдательный, он как бы в русском языке там рабочие строили здание, это действительный, да? А рабочими строилось здание, да? То есть как бы объект выступает в роли как бы исполнителя действия, да? Вот. Поэтому много всяких как бы аффиксов, да? То есть там аффиксов или да? То есть добавляем ставочную. А раскрыл, значит, там ел. Например. Допустим, тот же самый вид. Соответственно, L. И какие, значит, примеры? Глагол, например, вал. Чтобы образовать страдательный, добавляем N, и надо что-то вставить. Валон. Ну, валон, как бы он в чистом виде не употребляется, мы берем говорить по наклонению, да? Можно сказать, что ручку взял, можно сказать, что ручка взялась. Ну, да? Вот, допустим, колян валонда. Или в переносном смысле там купилась, да? Вот. Так они используются. Или, допустим, вошла, начинай, вошла. Ну, как бы можно начинайся, как бы так-то, да, но он вошла как бы не употребляется обычно, да. То есть вошла, то есть будь начатым, да. А допустим, то есть началось мероприятие, да, шара вошла да, или шара вошла на, если в настоящее время. То есть мероприятие началось. То есть не кто-то его начал, да, вот оно как-то началось. Значит, ну это соответствует русской грамматике. Есть еще, называется он совместный или взаимный залог. Вот он как бы широко используется. То есть здесь аффикс ш. Ну, соответственно, это или эш, или иш. Допустим, эш – это работа, эшляй, то есть работай, да? А эшляш – соработничай, сотрудничай, то есть с кем-то совместно работай. Взаимный залог. Уклаш, то есть с кем-то.
То есть окончание это der, der, der. Вал, бери, да? Валдар, Валдар. То есть помоги взять кого-то. Крыль. Смейся, крыль. Смеши. То есть помоги кого-то смеяться. Также, кроме этих аффиксов, может использоваться аффикс Т. Например, если глагол оканчивается на гласную. Например, сюля говорит сюлят, то есть понуждай говорить, да? Вот это вот. Это у нас аффикс, где вот это аффикс? Остальное примерно. Там ула, уйлат. То есть заставь задуматься, помоги задуматься. Могут быть аффиксы «р». Например, ключ, то есть переселяйся, да, то есть меняй дислокацию, да? Ключер. То есть перемести. А? Перемести. Да, то есть перемести, ключер, переселить, перемести. То есть ключ это как бы ты сам, переместись. Ключер это ты чего-то или кого-то перенести. То есть знаешь кого-то совершить это действие. Например, слово бат. Бат это тони, топись, окружайся. Ватер. Ватер это кого-то топить. Могут быть аффиксы «р». Аффиксы «р». Например, «quiet» – это «возвращайся». «Пойдар» – «возврати кого-то», да? Или чего-то. Вот «quiet» – это типичный случай, когда глагол он является как бы возвратным. То есть «quiet», то есть ты сам возвращайся. «Пойдар» – возвращай. Возврати. Вообще. То есть выходи, да? Добавляем тоже «ар». И в этом случае у нас вместо «г» – «г». «Щирар». Щир – это сам находи, щирар – чего-то вытаскивай наружу, кого-то выводи, вытаскивай.
Ну и еще одну группу напишем, да, то есть это affix set, guess, par, or, ну, care можно написать, раз мы тут начали метки. Care, guess, dar, is. Тоже такие встречаются. Но мы как бы по мере убывания распространенности аффикса их написали. То есть вот они все реже появляются. Допустим, кур это смотри, курсет покажи. Кур, смотри, кургез, покажи. Сейчас он не используется практически, да? Кургез, где-то в диалектах он используется, да? Может быть, в западном диалекте. Но от него образуются слова, которые сейчас используются. Например, кургезмен. Выставка. Кургезмен. Пульт.